об Астрахани и о ее тюркском населении, как оно возникало самыми различными путями, и добровольно, и в свете сложных исторических событий. Прямо с начала XVIII века, с периода Петра I Великого, Астрахань оказалась в центре сложных процессов кочевого и полукочевого мира. И были очень сложные и важные сопутствующие факторы. Это близость Крыма и Кубани, которые тогда были независимы и очень часто вступали на стороне Турции в конфликты с Российской империей. Особенно возьмем войну 1735 года и ее последствия где-то до середины 40-х годов XVIII века. И еще пополнение калмыцких орд, которые всегда тяготели к тому, чтобы иметь у себя тюркских пленных, тюркских припущенников, которые бы служили в войсках и исполняли подсобные функции. В 1758 году, после крушения Айратского Джунгарского ханства, еще одна волна калмыков, преодолев степи Казахстана во главе с царем Шарапом Найоном, пришла на Нижнюю Волгу и привела с собой большие группы тюркских народов Сибири, Центральной Азии, некоторые из которых частично сохранили даже до сих пор на территории Астраханской области или соседней Калмыкии свою идентичность. И, наконец, в 1771 году основная часть калмыков, подчиненных России, тургутов, во главе с ханом Убаши, откочевала обратно в западную часть Китая и Монголии, в Джунгарию. И тогда тюркские пленные обрели, не то что свободу, но прямое подчинение царским, имперским и губернским властям. Мы сегодня в составе ногайского населения Астраханской области рассматриваем две небольшие группы. Вот одна группа будет связана с первым этапом, более ранним, а другая со вторым, более поздним. Это кундровцы села Тулугановка, вблизи границы с Казахстаном, с большим трудом, разными этапами они там поселились. Около 400 человек. Перепись поможет уточнить, сколько на самом деле и кем там кто себя считает. Вторая группа – это утары-алабугатцы с границы Астраханской области и Республики Калмыкия. Смешанная группа на ногайской основе разного происхождения. Тоже около 400 человек. И несколько маленькая крошечная группа, где-то человек 10-20 проживало, было село Ичтебе-Утарское. Потом оно стало селом Янгаскер, служилых мишарских татар-переселенцев из-под Пензы, Чебарского уезда, с царской службы, которые бежали. Чем интересны группы? У каждой своя немножко традиция. У кундровцев существует вот этот интересный обряд в интернете, в Ютубе «Огонь для невесты». Сюжет, когда невеста должна перешагнуть на свадьбе через огонь. А у утаров-алабугатцев название тех народов, которые вошли в состав этой группы, хотя бы небольшими частями, они стали названиями родовых групп уже самих утар. И вот это название Алабуга, то ли фольклорный образ, то ли топоним, то ли какое-то имя почитаемое. А Алабуга – пестрый бык. Это название окуня, рыбы, которую стали ловить жители, вот это как раз приграничье Астраханско-Калмыцкого, озера там, лиманы, речки, пруды, сохранив вот это старинное буха, бык, название древней тюркско-монгольской культуры. Эти две группы, они, конечно же, связаны с юртовцами. Астраханскими юртовцами вот этих 11 пригородных селений, вот эти 25 тысяч человек, ногайская группа. Иногда их берут в составе юртовцев, а иногда дают отдельно. Право же, большой разницы нет. Если карагаши долго кочевали, юртовцы перешли к полуоседлой жизни после царя Петра I где-то с 1750 года, и уже к началу 19 века стали полностью оседлым населением. Утары и алабугатцы и кундровцы-тулугановцы стали полностью оседлыми жителями вместе с карагашами, тоже где-то в 1929 году. Давайте разберемся, что есть что и что есть как. Маленькая разница, как вы чувствуете, в образе жизни, в традициях. Ее все-таки можно проследить.
Когда Петр I совершил свой персидский поход в 1722 году через Астрахань, к нему присоединился сильный калмыцкий главный хан Аюка. И в районе речки Сулак, в районе нынешнего Тизляра, он захватил в плен орду нагайцев-маллыбашцев. Это название очень удачно выделили Андрей Горяевич Метиров из Элисты и Илья Васильевич Торопицын из Астрахани, архивист. 1000 тибиток, это значит где-то побольше 2000 человек. И держал у себя. Но астраханский первый губернатор выразил протест и потребовал этих нагайских пленных отдать ему. Аюка сопротивлялся, долго шла коллизия, но в итоге началась русско-турецкая война 1735 года. И вот эти малыбашцы выступили на стороне калмыков в составе российских войск, но где-то под Азовом были захвачены в турецкий, в кубанский плен. Ну, может быть, не все. Примерно половина их, как последние наши наработки свидетельствуют, так и остались в районе поселка Главного Сулака на побережье Каспийского моря. Но 1000 человек вот как раз и оказалось в Приазовье. И сдались они во главе с мурзами Тимирбулатовыми, где-то 700-800 человек, в 1743 году и были переведены под Астрахань, где образовали 3 аула. Как я понимаю, будущая Тулугановка – это был один из этих аул. Может быть, 2 аула между собой делили эти названия после того, как мурз Тимирбулатовых сменили мурзы Тимбаевы и десантские князья. Но об этом немножечко потом. При Астрахани оказалась очень большая масса нагайцев разного происхождения. И правительство стало думать, что с ними сделать. И было решено караванами вдоль Волги, немножечко конным порядком, у кого не было коней, пешим порядком, все остальное на судах, направить их в Свияжский уезд Казанской губернии. Так, 1 марта 1744 года и было постановлено, и караван двинулся в движение. Кундровские, так их уже называли, нагайские татары вместе с салтанаульскими нагайскими татарами, это уж настоящие кубанские нагайцы, которые попали в плен. Почему кундровцы? Почему слово «малыбашцы» сменило слово «кундровцы»? Дело в том, что они восприняли калмыцкое название. Хундхарулх по-калмыцки – это «пасти овец». То, что они были именно скотоводы и именно специализировались по мелкому рогатому скоту, именно это калмыки подчеркнули. По-тюркски, потом по-русски стали произносить кундровцы, а в оренбургском произношении кундуровцы. Мы еще к этому делу вернемся. Но что получилось? Пока шел караван, вышел указ об образовании Оренбургской губернии и по верстании в казачество поселенцев всех национальностей и разных даже вероисповеданий, в казачество вероисповеданий, которые хотели бы служить на границе. И, побывав в столице, князья Мурзы Тимирбулатовы договорились, что где-то под Самарой или между Саратовом и Самарой караван их сородичей и подопечных, кундровцев, будет повернут на восток и доставлен в новую Оренбургскую губернию. Так и получилось. Где-то человек 600 вот этих кундровцев были поселены при крепости Озерная на реке Сакмаре. Остальные 300 человек остались в Астраханской губернии, и, скорее всего, их между собой соединили 300 человек бывших малыбашцев и 300 человек едисанцев князя Нияза Тимбаева. Как раз вот тогда село Тулугановка возникло и немножко севернее города Астрахани, а потом где-то лет за 100, за 150, на 50 километров примерно продвинули на казахскую границу в нынешний Володарский район, где кундровцы-тулугановцы сейчас и проживают. Что произошло дальше? В казачестве служить не все захотели, взбунтовалась половина кундровцев, и 23 января 1947 года зимой они бежали в казахские степи к хану Абулхаиру
Багиру и его сыну, принцу, скажем так, Нурали, и решили служить им и вести дальше кочевую жизнь. 25 семей или 10 или 100 юрт, где-то около 300 человек. И возникли вот эти 4 рода: Уйсен, Костангале, Казанкулак и Кояс. Сейчас примерно 12, может быть 15 тысяч человек, которые себя называют Ногай-Казак и живут на станции Женебек или Джанибек Приволжской железной дороги и в округе, имея интересную традицию. 300 человек остались под Оренбургом. Но после победы над Наполеоном 26 семей, тоже человек 100, отказались от казачьего статуса. Сказали: будем жить по-башкирски, служить только время от времени и иметь башкирское вотчинное право, служить по башкирскому закону. Но в соседнем селе Чишма еще человек 100, и в Новокондуровке, сейчас это туристическая база для памятника всемирного значения археологического Аркаим, уже Челябинской области, еще человек 150, может быть 200, они сохранили себе мусульмано-казачий статус. Что еще интересно, и рядом с вот этой 1895 году Куяклы-Кундрау, Новой Тулугановкой, находился маленький поселок Мангит. Но также Мангит был поселок и у утаров-алабугадцев. Рядом с нынешним городом Лагань, поселок Северное, это фактически и есть бывшее поселение Мангит. И название утар было у кундровцев Тулугановки. Тулга, шлем, это и десантское название, Суджиин, те, кто живет по берегу реки Утар. Возникли новые родовые группы, а старые, прежние малыбашские родовые группы, их воспроизвели в своем составе Ногай-Казаки в Женебеке и вокруг. Кто только не вступал в состав утаров-алабугадцев, Алабуга до 29 года. И с начала 20 века в город Лагань, вот как раз северная Мангит, в Улан-Хол на станцию стали переселяться вот эти утары-алабугадцы. Но возникли они гораздо раньше. Четвертая ревизия, четвертая перепись населения 1782 года упоминает: отставших от побега калмыков под властью капитана Муллы Абдуллы Жингуршина, вот этого, который предавал своих единоверцев за милую душу и строчил на них доносы и выполнял царскую волю, ему дали улус и поручили ему командовать вот теми тюрками, которые отстали от прежней калмыцкой власти. Бишульский род, Джембулутский, Трухоманский род, Тагмутский род. Это казахи и башкиры, которые когда-то сражались с калмыками, были взяты ими в плен и вместе с ними переведены на Волгу. Интересно, что Алты-Арба, вот этот казахский род, он как маленький род встречается и в составе утаров-алабугадцев. Утар — это значит отара, а алабугат — это и пестрый бык, это и название окуня. Очень много калмыков, принимавших мусульманство, вступали в состав утаров-алабугадцев. И возникло вот это село Алабуга, которое делилось на несколько поселков. Дело в том, что рядом с улусом Абдуллы Жингуршина кочевали киргизы. 105 мужчин, 115 женщин. Это где-то около 300 человек. Это киргизы с озера Иссык-Куль, которых калмыки привели с собой. И они пользовались, вот эти потомки древних воинов тюркского каганата, среди утаров-алабугадцев особой популярностью, как воинственные и смелые. Даже специальные песни, присказки о них были. Но вообще восхитительно. Всегда кочевники переходят к оседлости. Нет, 1850 год, вот тут недалеко. Бухарское, узбекское подворье, торговый двор. 25 семей, 100 человек. Торговцев, купцов, только далекие предки которых еще до Чингисхана могли вести кочевую жизнь, сказали: мы будем жить в юртах и будем кочевниками или полукочевниками. И присоединились к утарам-алабугадцам. Поэтому недавно покойный, светлая, добрая, навеки ему память, профессор из Елабуги, тоже по-татарски Алабуга, Леонид Шейсултанович Арсланов, выделил в ногайском диалекте утаров черточки массы разных тюркских языков. Алабуга состояла из нескольких поселков. Поселок Кыргыз,
был и самым большим, и самым уважаемым. Поселок Джембайлык. И третий поселок Бишагул, Сарт, Туркоман и другие. Он был в небольшом отдалении и тоже, видимо, состоял из поселков. Когда в конце 18 года отступала 11-я Красная Армия, весь поселок Трухмен заболел тифом. И фактически все скончались. Остались только женщины, которые вышли замуж в другие родовые группы. И через них при помощи одной умной красивой девочки, Катеньки Беляловой, удалось выяснить родовую тамгу вот этого рода туркмен. Джембалукцы – это явно нагайцы, которые пришли со Ставрополья. Трухмены тоже как-то связаны со ставропольскими туркменами, может быть, также астраханскими. И все это пополняло интересную утарскую общность. Да, где-то с 30-х годов она стала уже совершенно оседлой. Утар-алабугатцы, они жили в Калмыкии фактически, но в Калмыкию не входили. Алабугатская волость имела в центр в селе Уч-Тюбе. А Куякла-Кондрау вошла в Хаджитаевскую волость вместе с карагашами. И поэтому прежние нагайцы и нагайцы, вновь переселившиеся, они как-то сомкнулись между собой. И у кундровцев и карагашей очень много родственных связей между собой. И поэтому, в отличие от утарского диалекта, у которого черточки других тюркских народов, больше общенагайского и регионально-нагайского сохранили кундровцы села Тулугановка. Но сюрприз переписи 2010 года. Внезапно показали 1100 человек по России, что они свободно владеют алабугатским тюркским языком. Где? В Элисте? Нет. В Астрахани? Нет. В Казани? Нет. В Оренбурге? Нет. В Иркутске на Сахалине? Да. В Калининграде? Да, и, может быть, чуть-чуть в Волгограде и Самаре, но такая большая масса, и почему они назвали именно этот язык? Ну, приятно, что по стране так пропагандируют небольшие группы астрахано-тюркского населения. Еще интересно, в поселке Чулпан, после того, как переселились в Голод из Кондуровки, вот эти потомки сначала казаков, потом вотчинных охотников в лесах предгорий Урала, в поселке Чулпан я побывал дважды. И второй раз 7 июля 2015 года. Очень трогательный и хороший получился момент. Я по сотовому телефону дал переговорить между собой Евдяту Зюмалину, главе сельского поселения Чулпана и окрестностей. У него отец кондуровец, но мама из казанских татар, которые тоже вступили в казачество. А здесь трубку взяла уважаемая Марсарвар Ибляминова, глава Тулугановки и Кундрау. Оказывается, кундровцы и кондуровцы могут понимать друг друга и очень интересуются друг другом. Ну что, жизнь продолжается, может быть, будут новые встречи. Уважаемые друзья, если мы возьмем даже самую маленькую группу, в ней, как в капельке воды, раскроется целый океан безграничного тюркского, тюрко-кипчакского, тюрко-кипчако-нагайского мира, то, о чем интересно беседовать и о чем очень поучительно знать. Но так, в апреле 2011 года состоится перепись населения всероссийская еще одна, по-старому была Боревистская сказка 2021 года. И мы лучше узнаем, как люди себя идентифицируют, как осознают настоящее время. Где-то в рамках одной национальности, где-то через черточку, где-то давая субэтнос дополнительную национальность. И как раз в районах проживания утаров и лабугатцев, и кундровцев Тулугановки, а может быть и кондуровцев Оренбуржья, а может быть и нагай-казаков и их двоюродных братьев в самой западной точке Казахстана, мы сможем получить интересный научный, творческий и, я бы даже сказал, художественный материал. Позвольте пожелать вам всего наилучшего. И в чате, в обсуждении готов буду ответить на ваши вопросы и, не выслушать, так прочитать ваши интересные, увлекательные комментарии и соображения. Может быть, и представители тех субэтнических небольших групп, которые я только что, беседуя с вами, затронул. Благодарю за внимание. Всего доброго.